Верой и правдой этот ангиограф служит республиканской больнице уже 16 лет. Серьезных поломок у него не было, а вот мелкие нарушения случаются все чаще. Свое аппарат отработал сполна, говорят медики. А потому обновления здесь очень ждали. Рентген-ангиографическая установка заменяет сосудистому хирургу привычный скальпель. Этот аппарат позволяет работать с сосудистой системой по всем направлениям. Не только диагностировать, но и лечить разные патологии. А главное, пациент не чувствует сильной боли и находится в сознании. При выполнении манипуляции или лечебной процедуры доктор должен общаться, давать какие-то определенные команды пациенту, и он должен их выполнять. Поэтому они находятся в постоянном контакте, постоянно разговаривают, и, соответственно, они должны знать, на каком, получается, уровне и пациент чувствует процедуру, ощущает, и доктор в зависимости от этого тоже ведет себя более спокойно. До конца года с первого этажа медики переедут на второй. Новенький ангиограф уже смонтировали. Осталось установить все необходимые программы. Их, кстати, будет много, причем самые современные. На северо-западе пока аналогов нет. Главная картинка станет цифровой. Трехмерное изображение сосудов позволит хирургам проводить самые ювелирные операции. Возможность визуализации сосуда за тромбом – это и вообще просто функции, это самое новое программное обеспечение. То есть мы можем увидеть протяженность тромба и определиться, каким образом его лечить. Либо это лизис тромба специальными химическими веществами селективные, либо это экстракция тромба, то есть удаление его механическое. Пациентов с ишемическим инсультом теперь смогут быстро ставить на ноги, но только в том случае, если больной вовремя обратится за помощью. Даже современное программное обеспечение нового ангиографа не сможет заменить терапевтическое окно. Так медики называют первые часы после появления симптомов. Люди поздно, к сожалению, вызывают скорую помощь. Когда они приезжают, мы первый вопрос задаем: почему все-таки задержка произошла? Ответ у всех практически один: думал, пройдет. Так вот, я всех призываю не думать, потому что само, к сожалению, не пройдет. Если действительно не будет никаких проблем, мы пациента обследуем на этапе приемного отделения и отпускаем его либо домой, либо в другое отделение, в профильное определяем. Новый ангиограф закупили в рамках проекта развития региональных сосудистых центров. Из республиканского бюджета на техническое обновление главной лечебницы Коми выделили больше 30 миллионов рублей. В идеале работать новое отделение должно круглосуточно, но для этого необходимы кадры. Ведь находиться в операционной, где есть облучение, тот же сосудистый хирург не может больше 5 часов. А значит, нужны и доктора, и медсестры. Только тогда помощь при острых сосудистых нарушениях получится оказывать оперативно. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.